Врачи и средний медперсонал из других регионов России заинтересовались предложением трудиться в Коми. Приглашение на работу Вячеслав Гайзер высказал в интервью газете «Комсомольская правда». Губернатор заявил, чтобы темпы развития нашего региона сохранялись, нам нужны квалифицированные специалисты. И прежде всего медицинские. Интервью вышло в свет в конце декабря, и уже с начала года в Минздрав Коми поступают звонки из регионов России и даже Украины и Белоруссии. О грядущих кадровых переменах Татьяна Выборова. Обеспеченность медицинскими кадрами в Коми чуть больше 52%. То есть, по сути, каждый врач работает за двоих. До острого дефицита, конечно, не дойдет. Но, тем не менее, кто-то уезжает из региона по программе переселения, кто-то из профессионалов просто уходит на пенсию. Вячеслав Гайзер заявил в интервью: «Мы гарантируем интересную работу, достойную зарплату, ежегодный отпуск от 44 дней, муниципальное жилье и компенсацию за ЖКХ до 100%. И вот ситуация, кажется, выправляется. В прошлом году впервые за ряд лет в республике начало увеличиться количество врачей, работающих в целом по республике. Пусть это немного, всего на 15 человек увеличилось количество, но это уже положительная динамика. Это заявление Ярослав Бардюк сделал во время онлайн-конференции со студентами медицинских вузов Санкт-Петербурга. Такие видеобеседы проходят регулярно, чтобы рассказать выпускникам о наличии вакансий и о той поддержке, которую окажет Коми в случае их приезда. В правительстве региона работает целый ряд мер по привлечению кадров в медицину. Молодых специалистов особенно привлекает программа «Земский доктор». Врачам, которые решили работать на селе, выплачивают 1 миллион подъемных и 350 тысяч медсестрам, фельдшерам и акушерам ФАПов. За 2 года проект привлек 93 врача. Питерских выпускников, надо признать, очень заинтересовала программа. Хотелось бы узнать, насколько долго еще будет действовать программа «Земский доктор» в планах, потому что я выпускаюсь только в 2016 году, хотелось бы узнать просто. На последующие 3 года предусматриваем выплату этих средств, и более того, мы расширяем число тех, кто может сегодня участвовать в получении данных средств. Я уже говорил о том, что мы распространяем это не только на села, но и на поселки городского типа. Для молодых специалистов есть еще и доплаты. 30% от оклада при работе в городском учреждении и 45% в сельском. Потребность в кадрах в Коми исчисляется сотнями, и цифра эта продолжит расти. В ближайшее время в регионе появится не менее 2 десятков ФАПов. В 2015-м новый санаторий в Серегово. Только туда потребуется 400 специалистов. Так что без врачей из других регионов в республике точно не обойтись. Для них, по словам губернатора, есть еще дополнительные преференции. Единовременное пособие в размере 2 окладов, оплата проезда к месту работы, в том числе членам семьи, а также не менее важный оплачиваемый 7-дневный отпуск для обустройства на новом месте. Кроме того, Вячеслав Гайзер заверил, к 2018 году зарплата врачей превысит 100 тысяч рублей, среднего медперсонала – 50 тысяч. Татьяна Выборова, телеканал Юрган.